Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым. Бүгін біздің қазақстандық YouTube арнамыз, яғни Кең дала арнайы Өзбекстанның астанасы Ташкент қаласына келіп жүрміз. Бәрімізге белгілі, бүкіл әлемде біледі. Яғни осы Өзбекстан құрама командасы жақында әлем чемпионатына шықты. Және де бұдан да бұрын Азия чемпионатын 17 жас, 20 жасқа дейін, 23 жасқа дейін олар Азия жеңімпаздары деп атанды. Бұдан қалай бұл осындай жетістікке жетті? Неден болды? Біз осы арнайы біздің Кең дала телеарнамыз осы Өзбекстан футбол ассоциациясына келіп тұрмыз. Және де мына бұлардың кішігірім мұражайы. Мінекей жастар Равшан Ирматов, Абдахмило Расунов, және де басқа да. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев. Ерзат Геннадий Красницкий. Михайлан. Михайлан, это вот действительно люди, которые Легенды, внесли огромный вклад. Легенды советского футбола. Кең дала ТВ. Друзья, мы находимся в Узбекистане, в столице этой прекрасной страны, в городе Ташкент. Как говорят, Ташкент город хлебный, и действительно сегодня мы видим, насколько глубоко и основательно развивается здесь спорт. Мы не будем говорить о единоборствах, а поговорим сегодня о его величестве в футболе, игре миллионов. Сборная Узбекистана сегодня вышла на чемпионат мира, и это большой повод для радости и гордости не только для поклонников узбекского футбола, но и для всего нашего региона. Сейчас перед нами руководитель департамента элитного и молодежного футбола Бахром Умаров. Хотелось бы услышать от вас, за счет чего сегодня узбекский футбол совершил такой большой прогресс. Расскажите, пожалуйста. Да, вы правы. Чемпионат мира для нашей страны очень большое счастье. Мы этого долго ждали. Но к этому мы приходили непросто. За последние 5-6 лет президент страны подписал много постановлений и приказов. На сегодняшний день в Республике Узбекистан очень много футбольных академий. Во всех 14 регионах у нас есть региональные академии. И в этих региональных академиях воспитываются талантливые футболисты этих региональных академий. И недавно открыли центр футбола. В этом центре футбола есть республиканская академия. В республиканской академии из всех регионов самые лучшие собираются здесь и развивается. За последние несколько лет Ассоциация футбола Узбекистана проделала очень большую работу на международном уровне, во всех сферах футбола, на молодежном, на массовом футболе. Вот сейчас на данный момент проходит Кубок Узбекистана Ассоциации. В этом чемпионате, в этом кубке участвует более 50 команд с разных регионов, и сейчас финальный этап. Финальный этап – это много сделано для массового футбола тоже. И не просто так наши молодежные команды, Ю-17 выиграла Ю-17 чемпионат Азии, и мы считаем, очень удачно выступила на чемпионате мира, очень достойно. Наша олимпийская сборная первый раз в истории попала на Олимпиаду, и то же самое они серебряные призеры азиатских игр. И, конечно, вишенка на торте, для большое счастье для страны. Мы долго ждали, 32 года ждали этого момента попасть на чемпионат мира. И я думаю, это не одиночный будет успех. Мы планируем систематизировать и все время участвовать в этих соревнованиях. Бахром, а расскажите, сегодня представители Узбекистана играют в ведущих клубах не только России, да, где это, но и европейских чемпионатах, таких как Манчестер Сити, Рома. То есть буквально 10 лет назад об этом, если бы кто-то сказал бы, не поверили бы, а сегодня это реальность. Вот насколько для вас это является
приоритетом, чтобы узбекские футболисты выступали в сильнейших чемпионатах? Да, если узбекские футболисты будут выступать в топ-5 чемпионатах, это очень полезно будет для наших сборных. У нас сейчас во всех регионах очень много талантливых футболистов. Мы это понимаем, что талантливых футболистов. Мы должны понимать, что как их развивать и как их переводить от молодежного футбола к профессиональному. Самое сложное это от молодежного футбола перевести футболиста в профессиональный футбол. Вот тогда мы чуть-чуть поменяли видение свое, и сейчас у нас получается топ-5 чемпионатов, много футболистов. И второй момент, мы поменяли курс. Раньше мы играли с азиатскими командами, а сейчас мы стараемся играть в товарищеских контрольных турнирах европейцами и южноамериканцами. И наши футболисты уже ментально готовы к этим соперникам. Мы ничем не уступаем европейским командам, мы это понимаем, и мы должны... И наши футболисты должны этому поверить, что мы ничем не уступаем. В квалификации на чемпионат мира 2014 узбекские футболисты играли в стыковых матчах против сборной Уругвая. И тогда, конечно же, не хватило наверняка мастерства, чтобы преодолеть Уругвай. Да, все-таки это грант, один из грандов не только латиноамериканского футбола, но и мирового. И именно после того поражения вы изменили подход и начали больше проводить товарищеских матчей с представителями того континента. Если вы помните, у нас сейчас руководит футбольной ассоциацией первый вице-президент Равшан Ирматов. Он мирового уровня человек, и он понимает, что как это делается. И в связи с этим еще ему помогает Адыл Ахмедов, тоже топовый наш футболист. Они понимали, что международные отношения и международные игры насколько важны для футболистов, потому что они сами это прошли. И они по их рекомендациям, по их направлениям, курс сборных команд чуть-чуть поменялось, направление в сторону Европы. И мы сейчас большую часть контрольных товарищеских игр и подготовку ведем в Европе. И наши футболисты ментально подготовлены к этому. Если они раньше играли против европейских команд и неуверенно себя чувствовали, а сейчас мы, играя с Италией, последний чемпионат мира, проигрывая чемпионам Европы, мы сердимся, да, уже злые, почему не выиграли, почему дальше не прошли дальше, мы уже злимся, да. А это о чем говорит? Это мы уже уверены, и мы спокойно можем противодействовать чемпиону Европы и Италии, да. Поэтому я думаю, большая часть это ментальность. Спасибо большое. Мы очень радуемся успехам наших братьев из Узбекистана. Желаем продолжать прогрессировать и радовать свой народ такими яркими достижениями на мировой арене. Да. Спасибо. Мы всегда болеем за наших братьев казахов, потому что мы один народ. Мы всегда болеем, наши фан-клубы, наши болельщики, наша ассоциация все время в хороших отношениях. Мы все время сотрудничаем и все время переживаем за спорт и за футбол именно казахских братьев. Друзья, сейчас мы услышали компетентные комментарии руководителя департамента элитного и молодежного футбола. И здесь господин Умаров четко отметил, что сборная Узбекистана проводит товарищеские встречи с европейскими, с латиноамериканскими командами. И это приносит результат. От этого растет мастерство узбекских футболистов. Поэтому нам нужно также проводить как можно больше товарищеских матчей с грандами европейского футбола. И для этого нужно, чтобы наша федерация, чтобы сотрудники федерации имели компетентность, профессионализм договариваться с ведущими футбольными федерациями. И тогда, наверное, казахстанский футбол, так же как и узбекский, начнет прогрессировать и радовать нас своими достижениями. Қымбатты достар, қазір өзіңіз естігендей, осы Өзбекстан футбол ассоциациясының элиталық және жастар футболының дамуының бөлімінің басшысы Бахром Омаровтың айтуынша,
осы қазіргі мына Өзбекстанның жалпы жетістігі ол жай ғана кеше ғана шыққан жоқ. Бұл бірнеше жылдан осы жастар, жас өспірімдер футболын сол ғой фундамент болып тұр. Осы фундаменттің үстіне болғаннан кейін осындай жетістіктер болып отыр. Бұл нағыз футболдың трансформациясы, өзгеруі, нағыз дамуы осыда тұр деп біз есептейміз. Ол да осындай жетістікке жетеді. Кең дала